Как на этот раз власти оправдают себя? Ведь уже деваться им некуда. Подписывайтесь на обновление, точно будете в курсе всего самого важного. Сотрудники Министерства обороны Таджикистана передали родственникам тело солдата-срочника, уроженца Васейского района. 18-летний Ибадулло Дадов был призван на военную службу в ноябре прошлого года. Лаик Дадов, отец Ибдулло, сообщил, что родным неизвестна причина его смерти. Наши попытки получить комментарии в соответствующих структурах также оказались безрезультатными. По словам Дадова, 9 апреля он говорил по телефону со своим сыном, а уже 10 апреля ему передали его тело. Во время телефонного разговора он ни на что не жаловался, сказал, что самочувствие у него хорошее, сказал он. Собеседник намерен выяснить обстоятельства смерти своего сына и обратился с заявлением в органы. Ибдулло Дадов проходил военную службу в воинской части Минобороны в городе Вагдад. Один из родственников Абдулло, видевший тело покойного, сказал, что у него на затылке были следы ушиба. Лаик Дадов не стал отрицать этого, но порекомендовал подождать официального заключения судмедэкспертизы. Между тем, в январе этого года родным было передано тело 26-летнего уроженца Васейского района Лутфула Давлат Махмада, проходившего службу в воинской части погранвойск Таджикистана в Пянджском районе. Власти тогда заявили, что причиной смерти военнослужащего стала якобы пневмония. Правительство Таджикистана в отправленном в Комитет ООН по правам человека докладе сообщило, что с 2019 по 2021 годы из-за неуставных отношений, жестокого обращения с новобранцами и превышения командирами своих должностных полномочий в таджикской армии погибло более 100 солдат. Таджикские власти каждый раз связывают смерть солдат с их болезнями или с несчастным случаем, и в редких случаях наказание за смерть военнослужащих несут должностные лица воинской части или командиры. Хотя и Генеральная прокуратура Таджикистана в недавнем отчете сообщила, что за последние 3 года к уголовной ответственности привлечено 639 должностных лиц, укрывавших преступления в воинских частях. Как вы относитесь к такой ситуации? Если посмотреть со стороны, то каждые 3 месяца поступает какая-то информация о том, что в армии или издевались над военнослужащим, или же забили до смерти. При этом никто не несет за это ответственности, а в частых случаях просто пытаются скрыть происходящее. Почему прокуратура на это вообще не реагирует? Хотя все в Таджикистане знают, что такая проблема существует, но никто ничего с этим не делает. Обычный народ не может доказать свою правоту, потому что вышестоящие органы прикрывают свои задницы, тем самым страдают молодые люди Таджикистана. И как после этого идти в армию? Действительно страшно за свою жизнь. И при этом только в официальном отчете за 3 года погибло 100 человек, а неофициально их может быть еще больше, потому что обычно официальные числа они уменьшаются, чтобы не сильно шокировать другие страны. Как вы к этому всему относитесь? Какие у вас мысли и возможно ли это как-то решить? Ведь только начался призыв, и уже поступают такие сообщения. У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи!